Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, сегодня будет гадание на мужчину, на нового знакомого. Если в вашей жизни появился новый знакомый, интересный вам человек, давайте же посмотрим, что у него за мысли и что у него за планы в отношении вас. Тема звучит так. Какие мысли и планы в отношении вас есть у мужчины? Что у него на уме? Пожалуйста, подумайте о таком человеке, о своем новом знакомом, кто вам нравится, кто вам интересен, представьте его. Если знаете имя, назовите по имени и спросите, что у тебя на уме по отношению ко мне. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на этого вашего нового знакомого. Что у него на уме в отношении вас, какие планы, да и вообще, что он представляет из себя на самом деле. Так, судя по картинке, кто смотрит мои гадания, знаю, да, такие сложные рисунки всегда говорят о непростой ситуации. И если мы смотрим на характеристику человека, то у него непростая судьба, и он сам, как говорится, не пальцем деланный. Человек сложный по жизненной какой-то, жизненная конструкция у него какая-то сложная, судьба нелегкая. Он непростой, абсолютно непростой. Я бы сказала, что он очень загадочный. Слишком много он не договаривает о себе. И вы, даже зная о его судьбе, о его жизни, там, как, где, чем занимается, на самом деле вы, я не знаю, 10% всего лишь знаете. Что у него внутри, это тайна под 10 замками. Он никому и никогда не рассказывает о том, что у него внутри. Этот человек, даже если он выпивает, он все равно, как рыба. Вот что касается его личной жизни, ощущений, чувств, эмоций, то тут он как рыба. Он никогда не позволяет себе рассказывать о каких-то своих личных, может быть, я не знаю, воспоминаниях, которые повлияли на его жизнь, о его настоящих мыслях. То есть в лучшем случае он промолчит, в худшем случае он начнет острить на разные темы, отвлекающие. То есть человек такой, человек загадочный. У него есть много тайн и очень много секретов. Самый большой и главный секрет его жизни — это то, что он боится боли. Он боится, что его обидят. А боли он боится сердечной, не физической, не какой-то я не знаю, какая боль еще может быть, за близких. Нет, он боится именно свою собственную боль сердечную. Когда он был очень молод, ему очень больно сделала женщина, которая старше его. Прям, я не знаю, она его как-то могла оскорбить, как-то могла его прилюдно, я не знаю, выставить на посмешище. То есть наилучшие чувства юного парня были растоптаны, разбиты, растерзаны, еще и оплеваны. Вот такая идет ситуация. После этого он закрылся. Какое-то время, молодые свои самые годы, буйные, он был сердцеедом, он женщин использовал и выкидывал. Вот такая была картина. Он как будто бы мстил с женщинам за то, что его когда-то обидели. Шло время, он взрослел, и он начал понимать, что это все блажь, и то, что он поступает плохо. Вот, кстати, у него ребенок есть от одной такой женщины. Ребенка любит, а вот эта женщина, он понимает, что он ей жизнь испортил. Понимаете, вот такой момент. И себя он за это винит, клеймит и прочее. Ребенок у него есть, как ни крути. Вот есть ребенок, особенно мальчик идет, мальчик, скорее всего, которого он очень сильно любит. Но там общение какое-то неполноценное идет, понимаете, прям неполноценное, и все. Знаете, он очень страдает, он очень из-за этого страдает. Он все бы отдал, чтобы вернуться назад и исправить все свои ошибки молодости, чтобы вот так не гулять, не куролесить, а действительно
понимать, что все женщины не несут ответ за одну какую-то паршивую овцу, по-другому не скажешь. И он очень многих обидел, очень многим девочкам он просто, ну, разбил сердце, да, вот такой момент идет. И он кается, он всегда кается. Ему очень сложно входить в отношения, сложно вот выстраивать серьезные отношения. Ему проще, там, знаете, вот, ну, как это называется, продажная любовь, да, либо там по сговору любовь. Вот это ему легко дается. Там он знает, что он там заплатил, либо договорился, да, ничего. Люди там ради здоровья, поправки здоровья там встретились и разошлись. А вот серьезные отношения, вот прям боится, он их боится. Хочется, но боится. Знаете, я вижу, что вы ему очень нравитесь, очень нравитесь. И вы ему кому-то какой-то образ напоминаете. Образ из прошлого какого-то, либо, может, вы похожи, я не знаю, там на маму, на бабушку, либо на какой-то идеальный образ для него. То есть тут у него в глазах, когда он думает о вас, либо видит вас, у него восхищение. Вы, может, даже и видели, что вот у него глаза как немножечко начинают так блестеть и слезиться, когда вы рядом, вот вы общаетесь, либо он там идет с вами, здоровается, и он такой немножечко как, ну, я не знаю, там, как нервничают, когда с вами встречаются там взглядом, либо вот где-то вы встречаетесь. Это есть. Вы знаете, очень вы ему нравитесь, но он вас побаивается. Конечно, я понимаю, что он выглядит, может быть, и брутальный, и такой серьезный, самоуверенный, но на самом деле он вас побаивается. Он много думает в последнее время о вас, но мысли эти у него идут достаточно витиеватые и вот... Знаете, вот уходит мысль о том, что вот я там с ней начну общаться, встречаться, мы там полюбимся, подружимся, поженимся и прочее. И тут же он себя рубит и говорит: нет, нет, это все нельзя, меня, ну, предадут, обидят, да, потому что слишком много вот разрывов тут по мыслям идет. Сам себя пугает. У него может быть даже как раздвоение личности, вот такие моменты происходят. Но это не маниакальный синдром, а вот именно, наверное, все-таки срабатывает какая-то система защиты себя, да, он себя в руки берет, такое самообладание железное, что нет, любить нельзя, нельзя встречаться. Но на самом деле я вижу, что он очень соскучился по именно какому-то уюту, женской доброте, женской ласке. Вот очень ему этого не хватает. И я даже больше скажу, скорее всего, в жизни он не получал удовольствия вот именно в таких моментах, когда женщина заботится. Ну, может быть, разве что там с мамой где-то в далеком детстве. Этот человек думает, что нужно с вами сближаться. Но сближаться надо как-то очень поэтапно, постепенно, аккуратно, чтобы всегда у него, знаете, как дверь приоткрытая была, да, чтобы у него было место для маневра, чтобы не попасть в ситуацию, что вы ему откажете. Если вы будете вести себя холодно, то он просто исчезнет из вашей жизни. Если вы будете открыто себя вести, да, слишком уж открыто там и навязчиво, то он тоже может исчезнуть из вашей жизни. Вам нужно оставаться самой собой, да, и вести себя естественно. Он очень такой, знаете, чувствительный, на фальшь чувствительный. Если он какой-то подвох почувствует с вашей стороны, то он опять же таки, да, вот он сделает ручкой, и все, больше вы его не увидите. Пуганный, это пуганный человек. Нужно ли с ним выстраивать отношения? Это тоже вопрос, потому что человек, еще раз говорю, он непростой. И знаете, что вижу? Что у него вот логика какая-то железная, и разум у него какой-то такой острый. И, возможно, даже вы видели, как у него глаза меняются, вот по цвету меняются, становятся такими прям темными. И холод прям такой, как шипы, вот как с шипами он может смотреть. И, возможно, даже кто-то вот испытал уже такой взгляд на себе, что вас это могло испугать. Говорит ли это о его агрессии? Да, это говорит о его агрессии. Он может впадать просто в какую-то невероятную ярость, но это крайне редко с ним случается. Опять же таки, да, это защитная реакция у него такая идет. Он агрессирует, причем когда он в агрессии, у него глаза кровью наливаются, он как будто бы вообще не видит, кто перед ним, как зверем становится. Очень опасное состояние, и он, возможно, даже проходил какое-то лечение, терапию против этого состояния, но не вылечился. Вот у него что-то в характере такое есть, которое вот, ну, знаете, как гладиатор становится, да, боец, который там без страха и упрека идет
вперед в бой. И такого человека его нельзя никаким образом провоцировать, потому что будет мало места и на небе, и на земле. Он такое может показать, и напугать очень сильно может. Вот многих девочек, вот кто сейчас вот обдумывает, да, мужчина вроде нравится, но очень много вопросов в голове, что-то останавливает, что-то смущает. У вас интуиция ваша останавливает и смущает, потому что мужчина действительно странный. И вам такой тип мужчин, он не знаком. Этот мужчина с секретиком, причем с таким, знаете, очень сложным. Там сложный у него секретик, и замочек к нему очень сложный. Подумайте хорошо, стоит ли вам с этим человеком общаться, стоит ли вам подбирать к нему ключик. И понимайте, что вы можете разочароваться в этом человеке. Чтобы с ним вместе быть, надо быть просто, я не знаю, безумно терпеливой, ангельски терпеливой. И, конечно, понимать, что придется еще работать. Придется работать над отношениями, и многое придется, скажем так, вытерпеть от этого человека в плане его проявлений. А он может, знаете, вот как скатываться от очень чувствительного, нежного и доброго просто в какого-то безразличного и холодного. Вот у него такие моменты есть. Он сам себя за это ругает, проклинает, но ничего с собой поделать не может. И если вы готовы терпеть, и если вы понимаете, что перспектива стоит того, да, то есть мужчина, например, состоятельный, мужчина положительный, мужчина может действительно вам составить идеальную пару, то тогда, конечно, стоит попробовать. Если вы чувствуете, вот прям ваша интуиция подсказывает, что нет, я, пожалуй, еще посмотрю, да, какие еще варианты есть, то лучше, конечно же, остаться либо друзьями, либо там просто сместить свой центр интереса на другого человека. Вот такой совет вам идет на песке. К сожалению, а может быть к радости, вот такая информация пришла. Я говорю то, что я вижу, я не буду тут ради хайпа, либо просмотров рассказывать, что все шоколадно, все шикарно, и мужчина прям конфетка. Нет, я этого не вижу, поэтому этого говорить я и не буду. Присмотритесь, ваша интуиция вас не обманет. Вот честно, много людей посмотрят мое гадание, вы для себя подбираете, потому что здесь общая, понимаете, идет общая информация, и то она, знаете, она разная, с перекосом. У кого-то идет стопроцентно, а мужчина не подходит, и вы это поймете, а у кого-то действительно можно будет поработать. Это не один и тот же мужчина, это собирательный образ мужчины пришел. Вот так вот, мои дорогие. Так что себя спросите, свои ощущения и свой внутренний голос, и вам будет правильная подсказка. Но мужчина непростой, честно, он непростой. С этим мужчиной он как сырой материал, да, и с ним нужно будет работать и запекать его, и подготавливать. Тут работы не на 1 год, понимаете. Вот такой вот человек пришел. Так, мои дорогие, надеюсь, ответила на ваши вопросы. Рассказала, что увидела. Будем и дальше делать гадания подобные, смотреть, что происходит и куда вам двигаться. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.